Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Башкортостане водитель без прав насмерть сбил пенсионера. В Уфе в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева в ДТП попали 12 машин. На трассе Уфа-Аэропорт ввели ограничение скорости. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане водитель скрылся после смертельного наезда. ДТП произошло рано утром 11 апреля в Альшеевском районе на 6-м километре автодороги Аксенова-Аксакова. По информации ведомства, неустановленный водитель, двигаясь в направлении Аксенова, совершил наезд на 39-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался. В ходе розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан. Им оказался 45-летний житель Республики Татарстан. Известно, что управлял он грузовым фургоном ГАЗ. По данному факту начато расследование. Еще одно аналогичное ДТП произошло вечером 8 апреля в городе Кумертау. По данным госавтоинспекции, 26-летний местный житель, двигаясь за рулем ВАЗ-4 модели по улице Пушкина, совершил наезд на 80-летнего жителя Кумертау, предположительно переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Момент наезда зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видна сила удара. В результате аварии пенсионер с травмами был доставлен в больницу, где вечером того же дня скончался. Известно, что молодой человек был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще одно ДТП со смертельным исходом имело место в минувший четверг в Иглинском районе. По предварительной информации, 52-летний местный житель за рулем ВАЗ-99 модели, по одной из версий двигаясь по обочине трассы Самара-Уфа-Челябинск, совершил столкновение с попутным грузовиком «Вольво». После удара выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовиком «ДАФ». В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. По данному факту начато разбирательство. В Башкортостане в результате неудачного маневра пострадала женщина. По информации Республиканской госавтоинспекции, днем 10 апреля в городе Октябрьске на пересечении улиц Горького и Советская 59-летний местный житель за рулем Kia Rio, предположительно при повороте налево, не уступил встречному ВАЗ-15 модели и совершил с ним столкновение. В результате аварии 53-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы. В Уфе в минувшую субботу произошло ДТП с участием 12 автомобилей. Видеозаписи с места ЧП в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева опубликовали очевидцы в соцсетях. Причина ДТП в настоящее время выясняется. В минувшую среду водитель уснул за рулем и врезался в отбойник на трассе Уфа-Аэропорт. Со слов самого водителя, он уснул за рулем. Об этом сообщают очевидцы, опубликовавшие видеозапись в соцсетях. Автомобиль получил значительные механические повреждения. О состоянии водителя ничего не сообщается. В Башкортостане продолжает свою работу комиссия по устранению причин ДТП. В ее состав входят представители Гостранса, Госавтоинспекции и балансодержателей дорог. В случае смертельного ДТП комиссия в течение 2 суток должна выехать на место и дать свое заключение по причинам аварии. В случае обнаружения недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дороги в течение 10 суток проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности на данном участке. На минувшей неделе комиссия побывала на месте смертельной аварии в Нуримановском районе. Комиссия осмотрела место аварии и собрала сведения до последующего анализа и выработки решения по устранению причин, которые могли привести к ДТП. В течение 10 дней будут разработаны и внедрены решения, которые позволят снизить аварийность на данном участке дорог. Напомню, ДТП произошло днем 7 апреля на 34-м километре автодороги Уфа-Глино-Красная Горка-Павловка, вблизи деревни Байгильдина. По предварительным данным, столкнулись встречный Рено Логан под управлением 32-летнего водителя и ВАЗ-99 модели, за рулем которого находился 41-летний мужчина. В результате аварии оба водителя, жители района, от полученных травм скончались. Также госпитализированы 4 пассажиров Рено. Со слов супруги погибшего водителя ВАЗа, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Днем 12 апреля в Кушнаренковском районе учащийся 8 класса за рулем скутера допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, выезжавшим задним ходом со стоянки магазина. В результате ДТП 14-летний подросток с многочисленными травмами доставлен в больницу. Стоит отметить, что двухколесное транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке в ГИБДД, а сам юный водитель не имел водительских навыков и на нем отсутствовала защитная экипировка.
Вообще, с приходом теплой погоды на дорогах появляется очень много двухколесной техники. Но стоит отметить, что большинство мотоциклистов – законопослушные и правильно экипированные люди. Но каждый год на дороге выезжают молодые и горячие головы, для которых адреналин важнее безопасности. К ним также можно отнести и водителей мопедов. С начала весеннего летнего сезона на дорогах нашей республики уже выехали мотоциклисты. У нас уже есть первый печальный случай, когда мотоцикл был не зарегистрирован, когда водитель мотоцикла погиб. Поэтому мы призываем всех именно любителей быстрой техники, так скажем, мотоциклетной техники, чтобы вы соблюдали ПДД в первую очередь, чтобы все участники дорожного движения берегли свою жизнь. А вот сегодня уже вот с появлением первых мотоциклистов в городе Уфе, которые ездят на одном колесе. Вот вчера вот еду по проспекту Октября, вот давайте друг друга уважать других участников дорожного движения. Подумайте, какие могут быть последствия, поэтому мы будем работать с вами в рамках своей компетенции, и поэтому призываем, чтобы вы не нарушали ПДД. Есть у нас ограничительные знаки, где именно мотоциклетной технике запрещено есть, поэтому соблюдайте знаки и будьте взаимовежливы к другим участникам дорожного движения. Проблема высоких скоростей актуальна не только на проезжей части. К более трагичным последствиям лихачество может привести во дворах жилых домов. Ведь по условно-безопасной зоне бегают дети, ездят велосипеды и молодые мамы возят свои коляски. Как бороться с лихачами во дворах, смотрите в следующем сюжете. Часто на дорогах устанавливают камеры в видеофиксации правонарушений, а они уже рассылают штрафы за превышение скоростного режима. Однако во дворах такие камеры не поставишь, да и скорости не те. Единственным выходом такой ситуации становятся шлагбаумы, ограничивающие доступ во двор, и искусственные дорожные неровности. Но как и куда их ставить, а главное, за чей счет? Это мы и попытались узнать у юриста телепроекта. В случае, если жители дома изъявили желание установить лежачего полицейского, первое, что необходимо помнить, это то, что установка дорожных неровностей без согласования с органами местного управления запрещена. За это предусмотрена административная ответственность. Установка так называемых лежачих полицейских должна производиться в соответствии с проектом организации дорожного движения, согласованной с местными отделениями ГИБДД. Устанавливаются же они на основании решения органов местного самоуправления. Жителям необходимо собрать максимальное количество фактов, необходимых для установки искусственной неровности. В случае, если житель дома планирует установку шлагбаума, то помимо указанной процедуры необходимо обеспечить круглосуточное дежурство охранника у шлагбаума. Это необходимо для обеспечения правил требований к пожарной безопасности, которые предусматривают, что въезд во двор должен быть постоянно свободен. В Башкортостане в силу вступил закон о парковке на газоне. Вопросов закон оставил много. Ответы на некоторые смотрите в сюжете далее. Башкирские парламентарии законодательно ввели штрафы за парковку на газоне. Для обычных граждан штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических от 20 до 50. Главный вопрос, кто же будет штрафовать? Это ни в коем случае не сотрудники госавтоинспекции. Это специальные административные комиссии, чьи координаты есть практически на любом сайте, посвященном жизни района или города. Еще один ответ на вопрос, который, наверное, волнует всех: будут ли эвакуированы такие автомобили? Ответ прост: не будут. Также не будет учитываться вред, нанесенный газону, потому что закон этого не определяет. Кроме этого, стоит помнить, что обычные скидки в 50% за оплату в течение 20 дней здесь не предусмотрено. И самый главный вопрос: что же такое газоны? В законе существует термин «озелененная территория». Это территория, покрытая растительностью, травянистой, цветочной или древесной, и ограниченная бордюрами или иными сооружениями. Вот здесь травы практически нет, но это уже считается газоном, потому что здесь есть ограничения, потому что это асфальтовая дорога, а это простая земля. Поэтому в будущем, выбирая место для парковки, обязательно убедитесь, что вы паркуетесь на асфальте. Между тем, уфимцы уже сами осознают вред от такой стоянки. В социальных сетях появилось видео, где местный житель приносит извинения за парковку на газоне. В знак признательности он посадил 2 елочки. Часто при покупке автомобиля нерадивые новые собственники не торопятся с постановкой на учет приобретенной машины. Как итог, прежнему владельцу приходят штрафы и начисляются налоги. Что делать в такой ситуации, мы узнаем в нашей рубрике «Вопрос госавтоинспектору». Если новый владелец транспортного средства не спешит в течение 10 дней зарегистрировать транспортное средство, то прежний хозяин, владелец
автомобиля может подать заявление через портал государственных услуг, приложив туда скан договора купли-продажи и тем самым прекратить действие регистрации на данное транспортное средство. На трассе Уфа-Аэропорт снова ввели ограничение скоростного режима. Теперь от пересечения с трассы М5 до остановки Металлобаза двигаться можно будет лишь со скоростью 40 км в час. Уфимцы уже начали жаловаться на пробки, образованные на выезде из города. В администрации объяснили, по какой причине начались работы и как долго это продлится. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ограничения введены в связи с производством работ по устранению колейности на автодороге Уфа-Аэропорт на участке от федеральной трассы М5 до остановки общественного транспорта Металлобаза. В целях обеспечения безопасности как водителей, так и рабочих вводится ограничение скорости 40 км в час. Работы будут закончены в максимально возможно короткий срок. Напомним, капитальный ремонт проезжей части из-за образования колейности уже проводился год назад, летом 2018 года. Тогда отремонтировали участок дороги от проспекта Салавата Юлаева до трассы М5. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Нанотехнологии по-русски. Ремонт дорог – это та отрасль, до которой все новшества доходят достаточно быстро. Однако, по мнению некоторых рабочих, ничто не заменит старого доброго бревна. Сколько продержится такая заплата, неизвестно, но вот видео в сети будет гулять долго. Автобусы продолжают удивлять. Проезд на красный? Да пожалуйста. Езда по встречке? Само собой. А теперь вопрос. Как на это отреагируют пассажиры? Бегство от сотрудников правопорядка – факт не настолько удивительный. Но вот танец перед этим, думаю, привел в замешательство сотрудника госавтоинспекции. Креативный способ избежать штрафа, но бесполезный. Нарушил – ответь. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноков, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Наружка и коврики всего 200 рублей. Пит-стоп Уфа. Кирова 128/1. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!